Но это был шок для моих друзей, для моих родственников, для моего мужа. На следующий день я выкинула эту юбку, говорю, нет, никаких юбок. Будет ржачно. Народная королева. Мне кажется, после такого титула стоит ли показывать такой клип? Нет, говорит, как придурочная, вот не надо так делать. Такая уродина, еще будешь представлять Якутию, что ли? Всегда найдутся те, кто тебя будут унижать или... У тебя есть хейтеры? Знаешь, еще какой момент был самым волнительным? На мои мозоли наступил ты. Очень сильно меня все поддержали. Это прям жизнь моя. Мне не хватает этого. Я думала, что у меня начало было там. Оказывается, у меня только все начинается. Это было неожиданно. И очень приятно. Ну, Дарья, я поздравляю тебя с завершением этого грандиозного конкурса «Миссис Россия». Вот расскажи свои впечатления по окончании. Благодарю тебя за поздравления. Вообще ощущения фантастические. До сих пор я не могу понять, что это было. Еще не осознала, что произошло, но понимаю, что то, чего я хотела, я действительно получила. И много очень положительных эмоций от этого проекта и ощущение, что я была всегда в этой атмосфере. Я ни на минутку не чувствовала себя какой-то чужой, да. Я была в своей теме, я получала удовольствие от того, что я нахожусь на этой сцене, в этой атмосфере красоты. Я никогда в конкурсах красоты не участвовала. Помню, в школьные годы я участвовала в Мисс Гимназия. И то, по тем временам, я очень спортивная, такая танцующая девушка. Я заняла номинацию «Мисс Спорт». И то был момент, что мы там с девушками реально соревновались, и я выиграла всех. А сейчас реально вот совсем по другим параметрам. Вообще никогда не представляла, что я когда-нибудь смогу принять участие на таком уровне и вообще в таком форматном проекте. Как вообще появилась эта идея? Это было в мае. В мае, когда кто-то из подруг мне сказал про «Миссис Россия». И я такая подумала, а почему бы себя не попробовать? Сейчас такое бесцельное времяпровождение в связи с пандемией, да? Нигде особо не сдвинешься, не передвинешься, нигде ничего не работает. Даже элементарно в зал невозможно сходить. И такая, ну, с таким темпом, конечно, мы в лучшую сторону развиваться уже точно не сможем. Думаю, подумала, что надо найти какую-то другую цель, чтобы смотивировать себя, поднять еще на другой уровень. И как-то мы пересеклись с Васей, и он сказал... Вася, это Василий Афанасьев. Я у него спросила, а по каким параметрам у тебя отбираются участницы на «Миссис Россия»? Он так подумал, а ты сама хочешь? Я такая, ну, вообще подруги спрашивают, да и почему бы нет, говорю. А он такой, ну, вообще там нет никаких определенных критериев, там, чтобы ты 1,70 м была, там какие-то определенные 90, 60, 90. Могут принять участие все. Главное – желание. Ну и, конечно, отбираю я, сказал, и руководство, ну, дирекция, вот, которая организует этот конкурс в Москве. Руководство попросило мои фотографии, несколько фотографий отправила на утверждение. В общем, они из всех вариантов утвердили мой. А кто-то еще был? То есть, да, соперницы? Желающие были. Вообще у Васи всегда есть желающие. Он говорит, очень много пишут, очень много красавиц пишут, которые хотят попасть на этот проект. Но он говорит, ну, все-таки я сам выбираю, с кем мне удобно работать. И когда получили ответ, мы еще не стали объявлять нашей республике, ждали официального утверждения. И потом уже заявили. Но это был шок для моих друзей, для моих родственников, для моего мужа. А что он тебе сказал? Он сказал, ну понятно, все, больше никаких комментариев. Я сказала, буду готовиться. И, конечно же, в плане костюмов, образов у меня вообще никаких проблем не было. У меня целый багаж там десятилетиями накопленные наряды. И уже знала, какие я наряды возьму с собой, с каким нарядом я смогу их зацепить, всех моих зрителей, жюри.
Был момент по дефиле, потому что я никогда нигде не дефилировала. Поэтому в этом плане у меня волнение пришло. Когда первый этап прошел, на следующий день в 10 утра нас пригласили в зал. Я смотрю, там, эти двухметровые девчонки модельной внешности ходят уже так в повседневной жизни. А я думаю, я все бегом, бегом. Я все никак от спорта не могу отойти. Даже в плане выхода купальников. Я волновалась и заказала себе юбку. Думаю, нет, я не буду свои большие... Ну, какой-то комплекс был. Я посчитала, что я выйду в юбке, буду парить. Первый день я была в юбке, на следующий день я выкинула эту юбку, говорю, нет, никаких юбок. Моя соседка говорит, ты что, без юбки выйдешь? Я говорю, да, без юбки, я решила. Она такая, нет, а я все-таки не решилась, я в юбке. Ну ладно, говорю. Но все-таки момент такой был, да? Да. Выход в купальниках, это все-таки страшно, да? Хотя у меня же очень много эксклюзивных нарядов в виде боди, там, не знаю, ну вот здесь прямо акцент же на тебя, на твою талию, там, у меня столько корсетов я с собой взяла, где что подчеркнуть там. В итоге ни одного корсета на купальник, вообще никакого белья даже в этом плане. Мы все то, что нужно, слишком открытое закрыли, подчеркнули, и все классно село. Прям я была довольна собой и полюбила себя. И мне еще говорили, надо улыбаться. Была среди участниц девушка, которая все время улыбалась. Вот так. И я думала, может, действительно так и делать? У вас спрашиваю, а как лучше подавать себя? Все время улыбаться? Нет, говорит, как придурочная. Вот, не надо так делать. Больше естественность. Ну и, конечно, давай грацию. Улыбайся там, где надо. Вот этот кайф, ну вот этот момент поймала. Поняла, чуть-чуть растерялась. Вот суть какую-то я теряла. В какой-то момент даже мне казалось, что мне надо превратиться в эту модель, которая Иуда ходит, да? А потом все-таки приземлилась. Я все-таки мама, и я должна подавать вот самодостаточность, грациозность. Вот уют какой-то должна создавать своей улыбкой, своим взглядом даже. Вот этот момент я поймала, и мне уже было комфортно. Я уже не изображала никого из себя, а просто была Дарьей. А ты худела, например? Или что? Худела, конечно. Я каждый раз, я же знала, что уже через 2 месяца я поеду. Я каждый понедельник собиралась худеть. Но мне так тяжело давалось, я даже на велике каталась там. На гору поднималась, на Вилюйский тракт, на который я 1,5 часа только поднималась. Это было так тяжко. Плюс подключала какие-то онлайн-нагрузки. И в итоге выход был такой, что за 2 недели наконец-то Даша смотивированно собралась в кучу. Меня познакомили с девушкой, которая занималась определенной диетой, не во вред здоровью, только в плюс себе. И вот эта девушка как-то меня очень сильно мотивировала, Ирина ее зовут, проработала мне все меню, и вот она курировала меня до приезда сюда. Но сейчас-то уже залы открылись у нас, у меня классная возможность подключиться к своим нагрузкам и до ноября сделать нужные эффекты. И сейчас еще больше мотивации, цель, чтобы достойно уже без всяких колготок, этих корсетов представить себя достойно. Дальше ты хочешь опять участвовать в конкурсе красоты? Да, потому что вот 7 человек, которые вышли титулованные красавицы, да, их всех направляют на Миссис Мира, и в ноябре он пройдет в Шри-Ланка. И поэтому будем готовиться. Просто я не знала, что этот титул тоже позволяет. Какие в итоге у тебя титулы? Так, первый титул – это «Миссис Элегантность», второй титул «Миссис Творчество», третий титул «Достояние России». Это вот всем многодетным мамочкам вручили. Нас было много. И вот у кого от 3 и более детей, они все получили вот этот титул. И вот самый главный – это народная королева, народная миссис. Это, получается, ты выиграла интернет-голосование? Интернет-голосование выиграла. И этот титул дает право на… Он тоже один из главных. Сколько стоит? Участие, да, в этом конкурсе. Оргвзнос составил 100 000 рублей. Плюс туда входит и проживание, все входит, плюс услуги стилиста. Я взяла с собой своего, нашего регионального директора, и это очень здорово, что есть рядом свой человек, потому что девочки, которые пришли, они все понадеялись на организаторов конкурса, им предоставили вот обычных стилистов, которые одновременно по 3-4 человека красили. И в итоге они даже местами не успевали. И не было никакой какой-то вот индивидуальной работы. А Вася был конкретно нацелен на меня, он меня там
прям колдовал как мог. На каждый этап он готовил, что-то подправлял, что-то добавлял. Вот это прям поточечная работа, это очень важно. Вот когда ты приехала, да, на конкурс, увидела своих соперниц, ты говоришь, что там девочки модельной внешности, у многих есть и опыт такой, работы подиумной. Ты растерялась? Был какой-то такой момент, что ой, что я здесь делаю? Нет, не было такого состояния, просто я поймала себя на том, что а я же не умею дефилировать, как я буду ходить? Комплекс чуть-чуть возник в том, что я особо-то и не умею ходить. А потом за счет практики смотрела, как люди готовятся, кто как собирается. Тем более я была в первой категории, где по росту самые маленькие были. Нас еще называли каратыши. А ты, когда шла на конкурс, ты какую цель себе ставила? Ты думаешь, что ты победишь? Ну, все-таки, если ты участвуешь в конкурсе... Я все равно надеялась, что я должна что-то получить, потому что посчитала, что для того, чтобы себя показать, у меня все есть. И в плане образов, и достойности. И вообще я не капризный человек, я всегда целенаправленно делаю так, как надо. И это тоже, наверное, как-то сказывается, да? Все равно там внутри этих рабочих моментов, мне кажется, сами руководители, организаторы это все видят и все равно подчеркивают. Им же все равно с нами дальше работать. И эти качества тоже сказываются. Какие мы вообще в общении там. У нас было собеседование жюри, где нас не предупредили, просто звали в комнату, я думала, там столько людей сидели, и задавали вопросы, сколько детей, там, сколько лет, поддерживает ли муж, есть ли загранпаспорт, будет ли возможность выехать, там, у каждой так спрашивали, что ты сделаешь, если станешь там, мисс Вселенной, мисс Мира, что ты сделаешь, какой вклад для своего региона, какую благотворительную часть, какое направление там. И классные вопросы задавали, и даже спрашивали, вдруг мы поедем на гастроли, и получится так, что вы остановитесь не в той гостинице, ну, не пятизвездочной и так далее. Я думаю, боже мой, мы же ездим по Якутии, какие там 5 звезд? Не то, что там 5 звезд, одной звезды, наверное, не будет, скажи. Как добираться-то будем? Это целая история. Поэтому, мне кажется, в этом плане мы уже большую школу прошли, и человек я действительно не капризный, и если есть желание и делать то, что нужно, я, в принципе, на все согласна. Ну, ты ехала побеждать или? Конечно. Ну, ты довольна результатом? Очень довольна. И теми номинациями, которые... Все, мне кажется, прямо адресовано для меня. Не выдумано, это точно. Вот если говорить о творчестве, то есть, что сейчас происходит в твоей творческой жизни? Сейчас у нас в скором времени, кстати, буквально через неделю, может, в течение недели презентуем новый клип, который мы сняли в начале июля. Такой шуточный клип. Блин, я за всю творческую деятельность ни разу такого шуточного не снимала. Будет ржачно. Можно... Ой, там вообще столько моментов. Мы привлекли блогеров, пранковали прямо на улице города Якутска. Всякие задания выполняли. В разных образах была там целый арбуз разбили об голову Вайнера Юрия Босикова. Это было что-то с чем-то. Столько хороших моментов в этом плане. Мне кажется, после такого титула стоит ли показывать такой клип? Скажут, надо быть многогранным, разносторонним человеком, не только узко профилироваться, только в плане там, красоты, моды. Можно быть и с чувством юмора, тоже надо дружить, да? Поэтому будет интересно. И плюс, конечно, готовится альбом, кстати. С этим клипом еще должен выйти альбом, который я уже в течение 3 лет не могла собрать. Вот сейчас насколько актуально выпускать альбом? Сейчас же никто не делает. Никто не делает, ну просто в цифровом варианте выпускаем. И просто закидываем на iTunes, на все цифровые площадки. Но это для дискографии. Все равно важно, чтобы у человека была работа видна прям по годам. Надо делать, выпускать, чтобы потом даже по этим альбомам можно понять, в каком состоянии я была. Где расцвет, где отчаяние, где там семья, дети, наивность и так далее. Все это вот прям сейчас можно... какой это будет альбом? Мне кажется, это опять какой-то рассвет и начало нового. Я думала, что у меня начало было там. Оказывается, у меня только все начинается. Представляешь, я более 10 лет пою и всегда мечтала быстро этого достичь, а получилось так, что все равно приходит с опытом. И мне даже сказали, что
эстрадного исполнителя воспринимают после 35 лет. И я как раз на том этапе, когда я действительно созрела, я уже передаю через свой голос свой опыт жизненный, и это все вибрирует. И даже когда вот на финале пела, девушки говорили, вот когда поет академический вокал, там девушка была, Алена Юркина из откуда, Балашихи, там плачут люди, она патриотическую песню пела. А вот когда ты поешь, у нас мурашки, эмоции. Через голос можно передать все свое состояние. Все, что ты испытал за всю жизнь, это за одну песню можно передать ментально все. Вот давай поговорим про твой концерт. Давай. Сольный, в одном из интервью ты говорила, что опыт неудачный получился. Почему? В плане того, что я неправильно организовала творческую группу, да, поторопилась, понадеялась, доверилась, и получилось так, что человек, который занимался концертной деятельностью, он очень много сделал фальшивых документов, очень много организационных моментов в плане финансов и так далее. Очень много было косяков, которые я потом сама разгребала. То есть мне говорили по факту, все нормально, все есть. Даже в плане вот этого проекта 3D мне до последнего говорили, что все есть. Но я чувствовала сердцем, что что-то не так. То есть внутренний голос говорил, что что-то не так, ты давай, проверяй. Благодаря моим друзьям я рада, что я не доверила все свои билеты, которые были в продаже, да. Эти моменты я сама. Денежные вопросы вообще никому не доверяй, сказали сама. Но я физически не успевала, но тем не менее пыталась. Но не всегда должно быть все хорошо. Этот опыт меня, наоборот, приземлил и я сделала вывод, что все-таки надо быть самим собой, без пафоса. Не обязательно там, чтобы супер оформленная сцена. Можно минимизировать это все достойно. Люди же все-таки приходят послушать на мой голос, а я всегда пытаюсь там шоу сделать, там супер оформление, супер массовость, там что-то 8 костюмов там обязательно. Чем-то хочу всегда радовать. Вот это вот перфекционизм все-таки надо чуть-чуть убавлять. Так все-таки что произошло-то после концерта, да? То есть не было организовано, то есть все твои хотелки, они не получились, да? Даже в день концерта я понимала, что у меня никакого 3D не случилось. То есть этой аппаратуры так и не было, которая должна была заработать и показать моим зрителям 3D. Плюс мы подделали документ по платежке, то есть фирма, которую мы зафиксировали как спонсора, они даже не в курсе были, что мы сотрудничаем с ними. Я только узнала после концерта, когда мы пошли проверять все платежки, чтобы там свести счеты, не было никакого перечисления. Эта компания, которая якобы была в логотипе, в списке партнеров, даже не в курсе. Они сказали, если бы мы могли бы подать... Сказали даже, что они могли подать на меня в суд, что я без спроса, там, без разрешения просто использовала их логотип. При этом мы еще по цветовой гамме что-то там поменяли, да, под свой формат. Ну, столько косяков было. И плюс там очень много моментов по деньгам было. И просто есть еще определенное количество денег, которые я должна передать своим людям, с которыми я работала. Но это уже небольшая сумма. В связи с пандемией все-таки очень многое приостановилось, но очень надеюсь, что в скором времени все это восстановится, и я смогу это все в кратчайшие сроки. Цель прям до Миссис Мира все это отдать, чтобы люди действительно не думали, что я там катаюсь по всем странам и так далее, забывая о тех людях, которые ждут свои деньги. Очень сильно меня, как всегда, поддержали мои земляки. Они прям вот оргвзнос и так далее, они все сами оплатили, плюс поездка вот моего стилиста и так далее, это все тоже поддержка моих друзей, одноклассников, родных людей, которые просто сами проявили инициативу, собирали деньги и мне просто отправляли. Это было неожиданно и очень приятно. Да, когда есть люди, конечно,
рядом, которые готовы поддержать, это очень важно. Изначально, сейчас успокойся. Знаешь, еще какой момент был самым волнительным? Когда с Васей мы разговаривали, я говорю, а ничего не скажут наши жители Якутии, что Якутию представляет какая-то не якутка? На что он сказал? Ты знаешь, Даша, 2 раза я свозила этих красавиц наших якутянок. Всегда есть люди, которые будут обсуждать, обсирать и так далее. Поэтому ты давай, даже об этом не думай. Всегда найдутся те, кто тебя будут унижать или... У тебя есть хейтеры? Мало их вообще. И за счет этого момента я все-таки поняла, что как же меня любит мой народ. Мои татинцы, мои друзья, они видели, как я начинала свой творческий путь, как я начинала свой жизненный путь. Да? Обычная деревенская девчонка приехала в Якутск, не зная русского языка. И это супер. Ай, трогательно. Ничего страшного. На мои мозоли наступил ты. Реально я переживала. А тут я ни одного негатива не поймала, кстати. Никто мне в личку. Был момент, когда официально объявили о том, что я буду представлять Якутию. Там кто-то неизвестный написал, такая уродина, еще будешь представлять Якутию, что ли? Я подумала, мне смешно стало. Я не считаю себя уродиной. Я просто думала, что я не подхожу под формат якутянки. Вот это меня больше беспокоило. Остальное, я в себе уверенный человек. Я знаю, что я очень талантливая, я очень самодостаточная, собранная и целеустремленная. Те люди, которые со мной работают по творчеству, они знают, что я очень ответственно отношусь к своему делу. И им всегда комфортно со мной работать. Не надо было вот искать себе какие-то волнительные моменты по поводу поддержки. Именно в этом направлении очень сильно меня все поддержали. Мощная поддержка. Организаторы подходили и прям говорили, Дарья, как тебя любят, как тебя прям все... Как так? Вот весь твой народ встал дыбом и прям голосует без конца, без края. Ты такая любимица, да, говорит. Ну, в этом еще, наверное, сказывается человеческий фактор, как ты относишься к людям. Вот я вообще простой человек. Нет во мне высокомерности. Если просят о чем-то, я всегда пытаюсь поддержать, протянуть руку помощи. Чем человечнее ты, тем больше отдачи вот со стороны твоих друзей, народа, да, своего. Маму мою, например, воспитали якуты. Она сама русская, голубоглазая красотка. Ее вот взяли с детского дома татинцы, якутская семья, вот девочку и мальчика воспитали, вырастили вот именно в такой культуре. И когда мне говорят, что я там внешне не якутка, я говорю, ну знаете, у меня внутри все якутское, вот и корни, и традиции, я все соблюдаю, да. Поэтому мне смешно вот в этом плане. Когда не отзывается, я просто, меня это не задевает и думаю, ну, для вас я внешне просто вот картинка такая, а внутри то, что есть, может, они и не узнают, что на самом деле, да. История про пекарню, это что такое? Короче, когда началась эта пандемия, очень скучно было. Ну, месяц просидела. Ну, дальше-то что? Дальше, что ли, так сидеть? Ну, это же невозможно. Активным людям, которые с позиции движения «Жизнь», это точно не домоседки. И в этот момент я прошла очень много марафонов, обучалась в онлайне, много всего проходила. И один из них был марафон предназначения от Елены Блиновской. Мне очень хотелось еще что-то в себе раскопать. Я понимала, что в этот момент пандемии артисты нахрен никому не нужны. Что люди думают только о еде, что вот эти песни-пляски вот сейчас вообще не в тему. И я подумала, а у меня мама пекарь, она вот 40 с лишним лет работает в пекарне, печет хлеб. Мы выросли в этой среде. Ой, ну с малых лет мы всей гурьбой, нас же 5 в семье, и мы всей гурьбой маме ходили, помогали, вот все время, даже учительница моя говорила, что я иногда в школу приходила вся в тесте, или там в муке, там, или после школы там уходила к ней. В общем, мы выросли в этой среде. И проходя марафон, я вытащила свое детское желание. Оказывается, когда я училась во 2 классе, я написала вот мечту свою, я хочу, когда я вырасту, я еще по-якутски написала.
когда я вырасту, я буду печь хлеб и угощать своих всех земляков хлебом, свежим хлебом, выпечкой. Благодаря марафону я поняла, что надо печь. И всплыло очень много ассоциаций. Я рассказала своей знакомой, которая была управляющей ресторана. И она говорит: слушай, давай, говорит, в течение 10 дней проработай логотип и так далее. Ну и давай при нашем ресторане откроешь свою маленькую пекарню. Начни с малого, а там как получится. И вот буквально так, апрель, май, июнь, июль, август, уже 5-й месяц мы по предзаказу печем наши плюшки. Но я вот... Есть спрос? Есть спрос, и те заказчики наши говорят, что оно отличается вот от масс выпечек хлебзаводовских и так далее. По цене они, конечно, чуть дороже, но мы это делаем реально, когда ты вкладываешь свою энергию, это все равно даже чувствуется. Плюшки я первый месяц все сама делала. Плюшки вот эти московские, мы добавили там плюшки с корицей, потом ко Дню России сняли «Кухни России», эксклюзивное видео снимали, где я пекла плюшки сама, рассказывала, как это все получилось. И мне предложили, надо добавить экзотики, что-нибудь из якутского колорита, и мы добавили в плюшки брусничку. Так получилось. Мы даже хотели с якутским узором, но это слишком заморачиваться не стали. Опять мой перфекционизм где-то там появился. И плюс мы добавили плюшки с изюмом. Плюс подключила своего знакомого, земляка своего, который уже имеет опыт в плане пекарень. Он пекарь со стажем. И вот добавили его выпечку, и теперь в ассортименте у нас 9 видов выпечек. Это сейчас большие деньги не приносит, да, но покрывает расходы по сырью, по оплате за работу, плюс там какие-то коммунальные услуги и так далее. Вот это все покрывает. Однозначно надо развивать, потому что это считается как семейный бизнес, да. Если мама у меня пекарь, можно было бы, подключала ее, вот она приезжала, она даже вот вместо меня осталась поддержать. И хлеб же всему голова, поэтому основная масса все равно ест хлеб. И те, кто любит выпечку, они всегда готовы. Вот. Но насколько важно вообще для якутского артиста иметь еще какой-то заработок? Обязательно. Обязательно, потому что я всегда считала, что не надо узкопрофилированно только заниматься одним направлением. Я видела вот артистов со стажем, которые занимались только творчеством. У каждого артиста услуги и так далее. Это же как товар все равно. Приходит стадия зрелости, потом на спад уходит. И многие не могут этот этап пережить и уходят там низкочастотные вибрации. Болеют, умирают, там, ну, всякое случается. Поэтому я не из тех, поэтому я развиваюсь многогранно. Всегда у меня есть запасной вариант, то есть если в творчестве там какие-то подготовительные моменты, я где-то в другом направлении. Например, пока я сидела по уходу, я отучилась на артиста, педагога по вокалу, руководителя коллектива. Вот в этом году уже буду защищаться и получу диплом. То есть я уже могу спокойно, достойно себя отправить резюме и устроиться на работу в театр эстрады, там, в филармонии Якутии. В общем, могу даже в другом любом городе. В принципе, я боялась всегда переездов. Думала, ой, если ты здесь в Якутске состоялась, а там не состоишься. Сейчас я думаю совсем по-другому. То есть в любом месте, если у тебя есть все задатки, данные, ты можешь с нуля. Конечно, вначале всему всегда на стадии внедрения всегда тяжело, но все равно, если приложить массу, и как там говорили, по физике даже формула успеха, да, масса и скорость, тогда однозначно будет успех и результат будет. Насколько важно для тебя гастролировать вообще и давать концерты? Это прям жизнь моя. Мне не хватает этого. Мне всегда комфортно выступать. Я обожаю петь. Это дает как будто энергию, и я наполняюсь от того, что идет обратная связь с моими зрителями, от того, что я делюсь частичкой себя. Мне недостаточно делиться вокруг своих родных. Мне надо это все вылить наружу, поделиться своими ощущениями, потому что я же все равно какую-то свою определенную суть передаю людям. И у кого действительно трогает, они вот наслаждаются и также понимают меня с первой песни, получается. Поэтому это важно для меня, очень. А вот самая любимая твоя песня какая? Их очень много. Ну давай скажу. «Сюрям теберин тухар музыка».
Сюрам Теберин Тухары музыка. Это вот от композитора Семена Чинянова. Переводится как «Пока бьется сердце во мне музыка». Вот прям это говорит обо мне, то, что действительно, пока я жива, я буду творить, я буду музицировать и сочинять красивые мелодии, петь душой, сердцем, чтобы это наполняло и других людей вот этой энергетикой. Бывает, у меня приходят вот мелодии, получаю стихи, и сразу идет мелодия. Вот такое приходит. Муза моя, когда... И я заметила, что это приходит, когда мне грустно. Когда ощущение потерянности или что-то вот хочется добавить себе силы, настроя, тогда вот оно приходит. Угу. Есть вот несколько у меня своих композиций. Но на стихи я не решаю. Напеть? Давай. Эн тоқтандағаны көттанар болума, затығын барытын қағанда толума. Атты бар құрутын өйөбіл болохум, итәғәйән мехәмин күнді доғырум. Қаз берді кейеқе олығыр, жола соқ күнердек сорығыр, арсанасысты бұт күрдуға, әйегін ұтары барыта, ол әрән күн тақсы. Ол әрән күн тақсы. Спасибо, Даша, что ты пришла ко мне. Желаю тебе успехов. Благодарю тебя. Иди вперед, все получится, все замечательно. Обязательно. Благодарю.